Исенмесез, кадерле достлар, хүнделу эл татарештер. Добрый день, уважаемые коллеги. Примите мои самые сердечные поздравления в связи со столетием Эдхема Рахимовича Тенишева, нашего татарского и российского и мирового академика, тюрколога, монголиста. Все мы сегодняшние его последователи, ученики, отмечаем столетие Эдхема Рахимовича добрыми словами о нем. И самое главное, наверное, за нашу радость, за то, что жил среди нас и нами руководил такой сердечный и очень высокий интеллектуал, как Эдхем Рахимович. Мы, наверное, должны все это показывать не словами, а своими делами. И прежде всего я поздравляю Центр татарского языкознания с тем, что проводится вот такое широкомасштабное мероприятие, конференция, посвященная столетию Эдхема Рахимовича Тенишева. Я должен сказать, что к счастью и, самое главное, к моему личному счастью, я тоже отношусь к числу его учеников и горжусь этим. А самое главное, Эдхем Рахимович был добрым руководителем, старшим человеком и, самое главное, очень доброжелательным человеком, покровителем всей российской советской тюркологии, в том числе и тувиноведения. И под его руководством и в различной форме его школу Эдхема Рахимовича прошли более 100 ученых нашей Тувы, и в том числе профессор Шулу Чергалолович Сад, доктор филологических наук Александр Чайбарович Куна и также кандидат филологических наук Чургиол Михайлович Торжу, который под руководством Эдхема Рахимовича начал работу по истории тувинского языка, но, к сожалению, он тоже не успел завершить эту работу, но тем не менее его работа, мы, его соратники, выпустим. И непременно, несмотря ни на что, руководителем этой работы будет отмечено именно Эдхем Рахимович Тенишев. Дорогие друзья, хотел бы несколько слов сказать о том, что как очень масштабный исследователь и ученый Эдхем Рахимович свою научную деятельность отметил такой особой вехой исследования языка уйгурских текстов Алтын Ярук. Это его кандидатская диссертация. И с одной стороны примечательно то, что он взялся за этот сложный в текстовом отношении работу и проделал академическую высочайшего уровня аналитическую работу и оставил нам такое глубокое исследование языка, уйгурского языка, текста Алтын Ярук. Параллельно, попутно, вернее, хотел бы отметить, что буквально полмесяца назад в Туве мы здесь провели специальный обряд чтения Алтын Ярук, этой книги на тувинском, монгольском, тибетском языках, и частично зачитывали и уйгурский текст, отрывок. И это тоже была с моей стороны как дань уважения к Эдхему Рахимовичу, как исследователю, который приложил свой ум и сердце к изучению древнейшего трактата Алтын Ярук. Наряду с этим мы в этом году нам удалось создать специальный стелларий, специальный зал древнетюркской письменности. Я хотел бы его коротко вам показать. И задача у нас стояла в том, что
в настоящее время во всем мире считается известным порядка 150 древнетюркских надписей на каменных стелах. Из них 104 камня находятся на территории Тувы, а в этом зале, круглом зале, который мы назвали каменной библиотекой древнетюркской письменности, находится 32 наиболее значимые надписи. Остальные у нас хранятся в отдельном стелларии. И вот эта задумка этого зала – это дань уважения всем, кто занимался исследованием древнетюркского языка и письменности. А с другой стороны, мы хотели этим самым показать, что в той колыбели, в той части Великой Степи, где жили и создавали свои письмена тюркские народы 7-8 веков нашей эры, мы эту память храним, мы чтим и поклоняемся, и всем говорим, что все тюркские народы мира, в том числе и тувинцы, мы имели честь быть частью древнетюркского цивилизационного мира, который создавал более 1300-1400 лет тому назад свое письмо. Это величайший вклад в цивилизационное развитие всех народов мира. И этот зал посвящен именно древнетюркской письменности, к исследованию и изучению которого Эдхам Рахимович прилагал очень большие усилия, обучил многих наших исследователей понимать эту письменность, заниматься им, исследовать все письменные памятники всех тюркских народов Советского Союза, Российской Федерации, да и всего мира. Поэтому это единственный в мире, скажем так, каменная библиотека, потому что каждый камень с надписью, каждая стела – это отдельная книга, отдельная судьба, отдельная история, отдельное назидание потомкам, который изволил оставить один из наших предков. Поэтому этот зал для нас всех, для тюркских народов, должен стать центром притяжения, потому что вот оно, здесь она, письменная история всех тюрков, и в том числе наших предков, древних тюрков. Поэтому я хотел бы несколько стел показать вам, для того, чтобы было понимание, о чем речь идет. Все вот эти работы делались с пониманием того, что древнетюркский язык и письменность – это одно из научных направлений, которым занимался Эдхам Рахимович, и оставил много трудов. Самое главное, оставил много людей, которые занимаются историей всех тюркских языков, его современным состоянием. И поэтому вот эти каменные стелы, молчаливые свидетели истории древних тюрков, а потомками и наследниками которых являемся все мы, вместе взятые, я хотел бы показать, что вот эта надпись, найденная в месте Эжим, достаточно большой объем. Здесь государственного деятеля надпись его речи. Это отдельная надпись, найденная в долине реки Элегест, тоже законченный текст в очень хорошем состоянии. Таких каменных стел с надписями на территории Тувы еще многие сидят на тех же местах, где они были поставлены, но они взяты нами на учет и охраняются отдельно. А о том, что древнетюркские стелы, каменные человеческие памятники, это тоже достояние всех тюркских народов. И здесь мы вот эту стелу условно назвали Культегином. На самом деле мы все знаем, где находится сама стела самого Культегина, но это
отражает дух, суть, содержание жизни и деятельности древних тюрков на территории Центральной Азии. А здесь рядом, как бы охраняя все древнетюркские надписи на этих стелах, стоит предводительница тюркского времени, свидетельство того, что люди становились вождями тюркских народов не по каким-то, не по рождению, не по каким-то другим соображениям, а именно тем, что человек, способный защитить государство и свой народ, становился его предводителем, и один из них, вот женщина, здесь в этой стеле показана женщина, и это и есть, скажем так, древнетюркская наша толерантность. Нам важен был человек, который сумеет защитить страну и народ и повести их вперед. А вот эти камни здесь более объемно и выпукло видны. Вот теперь именно вот эти надписи меня заставили подумать о том, что пришло время вновь возродить интерес к древнетюркской письменности, особенно для молодежи. В современных условиях вполне можно сделать специальный алфавит тувинского языка, который печатаешь на компьютере в наборе тувинским шрифтом, а на компьютере выходит его соответствие буквенными обозначениями древнетюркских рун. Вот такая идея есть. Эта идея, с одной стороны, должна возродить или увеличить интерес молодежи, населения республики и других тюркских народов к древнетюркской письменности. Тогда, когда можно даже для души напечатать текст тувинским языком на обычном компьютере и получить его распечатку в виде 36 алфавитных знаков, основанных на древнетюркской письменности. Вот эта идея у нас прорабатывается, достаточно непростая работа, но она возможна. Такие работы идут и в Турции, Казахстане, Кыргызстане, но, наверное, нам, тувинцам, которые являются хранителями и людьми, которые несут ответственность за сохранность древнейших письменных памятников тюркских народов, нам прежде всего надо подумать и о том, чтобы этим письмом владели, интересовались и даже могли его буквально читать современники наши дети, молодые люди, наши сограждане. Вот с такими идеями мы живем и работаем, дорогие друзья. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, я горжусь тем, что являюсь одним из многочисленных учеников уважаемого Эдхема Рахимовича, великого сына татарского народа. И я сегодня сердечно приветствую весь Татарстан, татарстанских ученых и нас всех народов, все тюркские народы мира со столетним юбилеем нашего академика, ученого, хорошего человека, учителей Эдхема Рахимовича Тенишева. Мир вам, дорогие друзья. Спасибо.